наверное. Вот можно жить, вот скажи. Вот, пожалуйста, посмотри, детская коляска. Вот. Вот, смотри, вот это вот все. Вот, все течет. Вот оно, все. Зима. Никому это ничего не надо. В ЖЭКе были 100 раз. Там просто утонуть можно. Сергей живет в неподконтрольной Украине Брянке, в обычной хрущевке. В доме нет отопления уже не первый год. Из-за этого все коммуникации вышли из строя. Нечистоты текут прямо в подъезд. Перемерзла вода. Зимой перемерзла вода. Я сам с этого подъезда, который следующего, да, я живу там. И мы сюда пришли, мы разбили вот это все. Неудачный эксперимент. 5 лет назад власти шахтерских городов Стаханов и Брянка решили отказаться от центрального отопления. Отключили котельные, а взамен выдавали жителям льготные кредиты на установку автономного отопления. Реформу затеяли, но грянула война. Поставить газовые котлы успели не все. Поставить было не за что, потому что дорого. Дорого очень. А сейчас вообще. Теперь Людмила Ивановна о своем газовом котле и не мечтает. Пенсии не хватает даже на самое необходимое. А кредиты в ЛНР не дают. Греется как может. Батарею вот закрыла. Греюсь пока там сплю, а потом зимой буду вот тут спать. Закрою. То комната закрыта у меня, и эту закрою. Газ и камин он у меня. Так выключила, потому что выбивает свет. Такие же проблемы у половины жителей Стаханова, Брянки и Первомайска. Возле некоторых хрущевок уже можно увидеть заготовленные впрок дрова. Коммунальную довоенную реформу жители подконтрольных боевикам городов теперь продолжают самостоятельно, как могут. Переходят на печное отопление. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев, Донбасс Реалии для Радио Свобода.